Столетие СССР – важное событие для республики, и наша выставка расскажет, почему. У нас вы можете познакомиться с каждым этапом современной истории Якутии. Как формировалась и воплощалась мечта народа об автономии. Гражданская война. Великая Отечественная война. Подвиги якутян-героев. И другие судьбоносные события. Ознакомиться со всеми экспозициями вам поможет живой или электронный гид. Не только мультимедиа. У нас выставлены и уникальные экспонаты. В экспозицию входит и кинозал с документальными хрониками, живой или электронный гид. Якутия прошлого, Якутия настоящего и Якутия будущего. На нашей выставке вы обязательно узнаете что-то новое и интересное. Ждем вас! Или электронный гид. Якутия прошлого, Якутия настоящего и Якутия будущего. На нашей выставке вы обязательно узнаете что-то новое и интересное. Ждем вас! Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты 17 века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке.
Лишний раз не перебите. Всем не хотите, чтобы они ставили пакет. Меня без него. Надежные работодатели, карьерный рост, новые перспективы, новые достижения, работа, которая дает видимый результат. Всероссийская ярмарка трудоустройства. Работа России. Время возможностей. Достойно.
трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В этом году впервые Минтруд России со всеми регионами нашей необъятной страны проводит всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка пройдет в 2 этапа. Сегодня проводится первый этап региональный и второй этап федеральный планируется 23 июня текущего года. Ярмарка трудоустройства – это многопрофильное мероприятие с участием ключевых работодателей, имеющих потребность в кадрах. Сегодня на ярмарке гражданам предоставляется возможность напрямую пройти собеседование с организациями в приоритетных отраслях экономики, как промышленность, транспорт, строительство. Также будет возможность найти работу в сфере здравоохранения и территориальных органов федеральной власти. Слово предоставляется руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Михайлову Георгию Николаевичу. Добрый день, уважаемые работодатели, участники межрегионального этапа всероссийской ярмарки. От имени руководства Республики Саха-Якутия, от имени главы Республики Айсен Сергеевича Николаева я выражаю вам благодарность работодателям, которые, невзирая на все сложности, организовывают, участвуют в этой ярмарке. Конечно, сегодня мы достигли в прошлом месяце исторического минимума. Безработица в республике у нас снизилась, перевалила отметку 6%, сейчас она 5,9%. Мы по уровню занятости занимаем одно из лидирующих мест на Дальнем Востоке, и это всегда стоит на контроле у главы республики. Я хотел бы обратиться к молодым ребятам, которые стоят передо мной. Ребята, вы сейчас стоите на пороге своей начала трудовой карьеры. Вы должны сейчас посмотреть все направления, которые сейчас представлены в этой выставке, и определиться со своей будущей судьбой. Потому что от этого зависит очень многое. Ваша жизнь будет зависеть. Жизнь ваших родных, близких. И прошу, чтобы вы очень внимательно посмотрели по своим желаниям, по своей квалификации, те вакансии, которые будут представлены на рынке труда. Хотел бы, чтобы вы нашли интересные предложения, уточнили все свои интересующие вопросы, и определились в будущей профессии. Ну и хотел бы еще отметить, что в рамках специальной военной операции, к сожалению, очень много вакантных мест у нас в наших предприятиях, начиная от промышленных, заканчивая и более мирными профессиями. И мы должны сделать так, чтобы наши ребята, которые там защищают нашу страну, чувствовали, что их работа, она не стоит, что мы всеми силами помогаем фронту для приближения нашей победы. Пожелаю вам успешной работы. Отрадно отметить, что благодаря госзанятости у нас и федеральному проекту данное мероприятие проходит не только в городе Якутске, но и на территории всей нашей любимой. Слово предоставляется председателю Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения Калашниковой Елене Виссарионовне. Добрый день! Добрый день, уважаемые участники ярмарки. От имени Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения я искренне приветствую вас. Символично, что впервые в Российской Федерации ярмарка трудоустройства проходит в год труда, объявленный главой Республики Саха-Якутия. Ярмарка носит достаточно звучное название «Работа России. Время возможностей». А возможностей действительно много. Сегодня на наших площадках в городе Якутске и 5 районах республики
Работодателями в очном формате будет представлено свыше 4000 открытых вакансий. Еще 7000 представят мои коллеги, сотрудники службы занятости. Таким образом, 11 тысяч рабочих мест ждут именно вас, наши уважаемые жители республики, наша молодежь. Я уверена, что каждый из вас сможет с нашей помощью построить свою профессиональную траекторию. Мы действительно живем с вами в непростое время, и я хочу напомнить, что военная служба – это тоже один из видов занятости. В этой связи, учитывая, что жители нашей республики всегда отличались патриотизмом, любовью к родине, служба занятости готова оказать консультационную и методическую помощь всем желающим, которые готовы заключить контракт на службу в рядах российской армии. О преимуществах службы, о мерах, колоссальных мерах материальной и социальной поддержки мои коллеги готовы вам рассказать. Обращайтесь, мы всегда открыты. Я искренне желаю, чтобы работодатели на площадках нашей ярмарки нашли квалифицированных работников. Я искренне желаю, чтобы каждый соискатель, который пришел сегодня к нам, нашел свою работу, которая отвечает его требованиям, его запросам, его желаниям. В случае, если немного есть несоответствие профессионально-квалификационным требованиям, мы готовы также оказать помощь по профобучению и дополнительному профессиональному образованию. Здесь сегодня на площадке ярмарки и в наших районах улусах республики наш генеральный партнер Центр опережающей профессиональной подготовки республики проводит запись на профобучение и дополнительное профессиональное образование в рамках национального проекта «Демография». Я желаю всем удачи. Работа в России есть, работа в Якутии есть. Время возможностей. Спасибо. Одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий России. Компания входит в промышленную группу Мечел. Здесь, в самом центре Южной Якутии, недалеко от города Нерюнгри, добывается высококачественный коксующийся уголь. Поставляют его в регионы России, а также в страны Азиатского и Тихоокеанского региона. В состав Якутубля входят разрезы Нерюнгринский, Кангаласский, Джибари-Кихая, две крупные автобазы, а также обогатительная фабрика Нерюнгринская. В компании реализуется программа технического перевооружения. Также на базе предприятия реализуется программа профессиональной переподготовки и подготовки новых специалистов с целью пополнения кадрового состава. Высокий профессиональный уровень сотрудников, гарантия стабильности и качества работы компании. Якутубель приглашает в свой ряды квалифицированных специалистов до рабочих профессий. Полный социальный пакет и стабильная заработная плата гарантированы. Вместе с нами к новым достижениям. Слово для приветствия участников ярмарки предоставляется главному специалисту Департамента по работе с персоналом акционерного общества холдинговой компании «Якутубель» Каймоновой Ольге Сергеевне. Добрый день, уважаемые участники мероприятий ярмарки «Работа в России». Известная в России далеко за ее пределами, компания «Мечел» в этом году подошла к своему 20-летию. За 20 лет в истории «Мечела» было немало достижений и ярких побед. Реализовывались уникальные проекты, возводились масштабные производственные объекты, создавались и развивались новые предприятия. «Мечел»
флагман горнодобывающих, металлургических и энергетических отраслей России. Компания объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке. Якутуголь – одна из крупнейших угледобывающих компаний. В состав входят такие разрезы, как Джибарик и Хая, Кангаласский угольный разрез, а также обогатительная фабрика, Нерюгринская автотранспортная Для того, чтобы удовлетворять потребности предприятия в квалифицированном персонале, ведется работа сразу по нескольким направлениям. Предприятие принимает активное участие в реализации республиканского проекта Госкомитета по занятости населения местной кадры в промышленности. Компания «Якутуголь» присоединилась к данному проекту 2018 года. И за 5 лет сотрудничества в этом проекте компания «Якутуголь» устроила более 2450 местных камер. Соглашение о взаимном сотрудничестве помогает трудоустройство местных жителей, а также обучение за счет средств компании и стажировку молодых специалистов. В прошлом году, в 2022 году, «Якутуголь» наряду с другими компаниями, работодателями, был назван победителем ежегодного конкурса «Лучший участник проекта местной кадры промышленности». Также предприятие реализовывает проекты других направлений, таких как стажировка молодых специалистов, формирование студенческих отрядов, аналитики и уведомлений, платная практика для студентов последних курсов. Большой очень пласт работы сейчас занимается компания «Корпорационной с Южно-Якутским технологическим колледжем заключен кластер соглашения по программе новому проекту «Профессионализер». Обучают на среднепрофессиональное образование работников компании. Также ведется направление
принять активное участие в мероприятиях ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Достойные законы. Надежные работодатели. Карьерный рост. Новые перспективы. Новые достижения. Работа, которая дает видимый результат. Всероссийская ярмарка трудоустройства. Работа России. Время возможностей. Достойная. Якутугаль – одно из крупнейших угледобывающих предприятий России. Компания входит в промышленную группу Мечел. Здесь, в самом центре Южной Якутии, недалеко от города Нерюнгри, добывается высококачественный коксующийся уголь. Поставляют его в регионы России, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В состав Якутугля входят разрезы Нерюнгринский, Кангаласский, Джибари-Кихая, две крупные автобазы, а также обогатительная фабрика Нерюнгринская. В компании реализуется программа технического перевооружения. Также на базе предприятия реализуется программа профессиональной переподготовки и подготовки новых специалистов с целью пополнения кадрового состава. Высокий профессиональный уровень сотрудников – гарантия стабильности и качества работы компании. Якутугаль приглашает в свои ряды квалифицированных специалистов рабочих профессий. Полный социальный пакет и стабильная заработная плата гарантированы. Якутугаль. Вместе с нами к новым достижениям. Якутугаль – одно из крупнейших. Компания «Колмар» – угледобывающий холдинг, объединяющий промышленные предприятия по разведке, добыче, обогащению коксующихся углей на территории Южной Якутии, транспортировки и перевалки в порту Ванино Хабаровского края. Балансовые запасы угля составляют более 1 миллиарда тонн. Все предприятия группы «Колмар» расположены на территории Дальнего Востока и оказывают значительное влияние на экономическое развитие Дальневосточного федерального округа, способствуя решению государственных задач по расширению доли экспорта российского угля. Являясь крупным налогоплательщиком Республики Саха-Якутия, компания вносит большой вклад в развитие ее экономики, в сохранение исторических, культурных и духовных традиций, развитие спорта и поддержки общественных инициатив. В 2021 году компании «Колмар» исполняется 18 лет. Особая дата, говорящая о ее совершеннолетии и многолетнем опыте. За это время компания достигла впечатляющих результатов. Построила 3 шахты и 3 фабрики, которые являются крупнейшими производственными объектами угольной отрасли. Шахта Денисовская. Мощность 2 миллиона тонн угля в год. Самая крупная в России шахта Инагинская. Мощность 12 миллионов тонн угля в год. И шахта Восточная Денисовская. Мощность 4 миллиона тонн угля в год. Фабрика Инагинская 1. Мощность 2 миллиона тонн угля в год. Фабрика Денисовская. Мощность 6 миллионов тонн угля в год. И фабрика Инагинская 2. Мощность 12 миллионов тонн угля в год. В 2020 году также состоялся запуск угольного терминала «Ванино Трансуголь» в Хабаровском крае. Таким образом, группа компаний «Колмар» образует единую цепочку производства угольного концентрата от добычи и обогащения до отгрузки потребителей, преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня
9 апреля 2021 года новый этап в истории развития Колмар. Дата торжественного запуска современной и высокотехнологичной шахты «Восточная Денисовская» мощностью 4 миллиона тонн угля в год. Единство и сила предприятий группы компании «Колмар» в команде профессионалов, вкладывающих свой труд ради общего успеха. Сегодня это более 5000 сотрудников, и численность компании растет с каждым днем. В свою очередь, компания создает все необходимые условия для комфортной жизни и работы сотрудников. 18 лет компания «Колмар» осуществляет сложнейшие проекты и развивает угольную отрасль Дальнего Востока. Акционерное общество «Арктик Телеком». Это стратегическое предприятие связи республики. Обеспечивает эфирную трансляцию передач республиканского телевидения и радио. В качестве единственного местного регионального интернет-провайдера обслуживает тысячи абонентов по всей республике. Сегодня «Арктик Телеком» ведется строительство распределительных сетей доступа в интернет по беспроводным и кабельным технологиям. Проводится монтаж и обслуживание инфраструктурных объектов. Антенно-мачтовых сооружений, спутниковых станций, узлов доступа базовых станций. Усовершенствуется спутниковая сеть связи с применением емкостей новых космических аппаратов и организации SCTC-каналов. Для всей этой объемной, многогранной деятельности в районные подразделения «Арктик Телеком» требуются специалисты с высшим и средним профессиональным образованием по таким направлениям, как многоканальные телекоммуникационные системы, телекоммуникации, инфокоммуникационные технологии и системы связи, радиотехника, сети связи и системы коммутации. 13 районов Якутии находятся на территории труднодоступной арктической зоны, и половина населенных пунктов республики имеют доступ в сеть интернет только через спутниковые каналы связи. И «Арктик Телеком» планирует расширять пропускную способность спутниковых каналов на арктические населенные пункты. Кроме того, для улучшения качества интернета в областных центрах арктической зоны АО «Арктик Телеком» ведет строительство локальных внутрипоселковых блоков. Устанавливаются серверы интерактивного телевидения, хранения информации, онлайн-игр, организация дистанционного обучения и видеоконференции. Так, нами построены локальные автоволоконные сети в поселках Депутатский, Черский, Тикси, Зырянка, Хамов. По приходу магистральных волн эти населенные пункты будут готовы к работе высокоскоростного интернета. «Арктик Телеком» – компания нового поколения. Открывает новые горизонты для всех сфер жизни населения и бизнеса. Стремится обеспечить равенство цифровых возможностей. Акционерное общество «Арктик Телеком». Это стратегическое предприятие связи республики. Обеспечивает эфирную трансляцию передач республиканского телевидения. По программе инвалидов. Нет.
Столетие СССР – важное событие для республики, и наша выставка расскажет, почему. У нас вы можете познакомиться с каждым этапом современной истории Якутии. Как формировалась и воплощалась мечта народа об автономии. Гражданская война. Великая Отечественная война. Подвиги якутян-героев. И другие судьбоносные события. Ознакомиться со всеми экспозициями вам поможет живой или электронный гид. Не только мультимедиа. У нас выставлены и уникальные экспонаты. В экспозицию входит и кинозал с документальными хрониками. Якутия прошлого, Якутия настоящего и Якутия будущего. На нашей выставке вы обязательно узнаете что-то новое и интересное. Ждем вас! Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол, бунты 17 века, развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке.